Новый проект сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН направлен на помощь абхазским пчеловодам. За прошедшие несколько лет производители меда столкнулись с рядом проблем, в результате чего популяция пчел в Абхазии сократилась почти вдвое. В рамках совместной программы ЕС ООН по развитию сельских районов Абхазии проектный офис ФАО обучает местных пчеловодов бороться с различными болезнями и вредителями. Дважды мы делали, анализ всех продуктов жизнедеятельности пчел. Это и самих пчел отправляли на анализ, и расплод, и вощину, и мед. И обнаружили вот этого, можно сказать, нового вредителя, который называется Tropilia laps. Этот клещ, который, в принципе, и явился причиной вот этой массовой гибели пчел, как, собственно говоря, выяснилось только из-за того, что не было средств быстрого реагирования и быстрой идентификации этого вредителя. Было применено неправильное лечение, что, собственно говоря, привело и вот к такой массовой гибели пчел. За несколько месяцев эксперты ФАО провели аналогичные тренинги в Ачамчирском, Гудаутском и Сухумском районах. Очередная встреча в Гагарском районе объединила пчеловодов Бзыбского ущелья. Помимо болезней пчел, эксперты ФАО рассказывают об актуальных заболеваниях каштана. И за последние десятилетия многие пчеловоды отмечают, что количество именно каштанового меда сократилось в разы. И причина этому как раз-таки широкое распространение болезней, таких как рифонектриевый некроз. Это достаточно долгий исторический период, около 80-90 лет происходит активное расселение этого грибка в каштанниках Кавказа. И также проникновение нового вредителя, который порядка 5 лет назад проник в Абхазию, это каштановая рихотворка. Вместе грибок и вредитель практически полностью сводят к нулю производство каштанового меда, вообще производство плодов каштанов. И каштановые леса теряют свою биологическую ценность, как для человека, так и для природы. Потому что помимо человека ресурсами каштанов пользуются и животные. И как раз таки в рамках таких тренингов мы рассказываем об этих проблемах и тех методах, которые можно применять для хотя бы частичного сохранения каштанов и, как следствие, производства каштанового меда. Лечить каштаны технически сложно. Растущие преимущественно в горных лесах, на труднодоступных склонах, старые деревья достигают высоты более 10-15 метров. Вместо этого ФАО сосредоточились на альтернативном способе сохранения каштанов. У нас на базе Абхазской лесной опытной станции Абнилос в Ачамчире создан питомник, изначально который фокусировался на производстве саженцев самшита, что он и продолжает делать. Но начиная с прошлого года мы добавили активность в виде производства саженцев каштана из устойчивых сортов к грибку. Все эти саженцы, которые мы продуцируем в течение года, они необходимы для пчеловодов. И те, кто заинтересован будет в высадке каштанов на своих участках, пасеках и так далее, мы готовы предоставлять их безвозмездно. Общее количество саженцев, которое мы готовы произвести к концу года, это около 1000 штук. И надеемся, что какая-то часть пчеловодов заинтересуется и сможет получить их. Андроник Мунджан занимается пчеловодством более 30 лет и мечтает вернуть те времена, когда с 18 ульев он 2 раза в год собирал по 600 килограмм меда. Со временем количество ульев увеличилось до 35, а вот количество меда снизилось почти в 2 раза. Лекарства, которые применяли раньше, перестали помогать, и новые заболевания добавили проблем. Очень было приятно. Я считаю, что это надо где-то, может, каждые полгода, наверное, год-два раза хотя бы, чтобы мы встретились, поделились что, как, именно что делали. Кое-какой инвентарь мы не можем найти, скажем. Я знаю, как матку изолировать по-другому, а сейчас я первый раз видел, когда как-то более красиво, более удобно. И считаю, что это очень было нужно. И вот за 30 лет, что я занимаюсь, это первый раз, когда нас пригласили, мы приехали, я очень доволен от вас. По окончании тренинга пчеловоды получили в дар от ФАО ловушки для определения степени заражения улья, органические лекарства и средства защиты для борьбы с вредителями и болезнями. Очевидно, что абхазским пчеловодам не хватает общения с коллегами, обмена опытом и экспертного сопровождения. Многие отмечали, что, столкнувшись с той или иной проблемой, производители меда вынуждены искать решения самостоятельно. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.